А кто ты, да, по большому счету? Вице-президент ACA, журналист, блогер, матчмейкер, то есть у него много ролей. И когда меня зовут, чтобы поговорить о таком человеке великом, конечно, я не могу отказать. Надо сейчас закрыться, а то вдруг хейт получу. От нас как будто бы изначально не ждут многого. Не забывают корни свои, не забывают историю своего народа. Я помню, что в нашем доме постоянно звучало имя шейха Мансура. Адыги там столько позитивного написали. Почему вы думаете, что должно все быть по-вашему? Ассаляму алейкум, уважаемые наши зрители. Сегодня у нас в гостях человек, которого я уважаю. У нас в гостях Новчи Фильмс. Я хочу немного предысторию рассказать. Когда я поехал в Санкт-Петербург, либо в первый раз, либо во второй раз, касательно именно съемок про шейха Мансура, документальный художественный фильм. И когда я вернулся, один из дней, я захожу в запрещенную на территории Российской Федерации сеть социальную и вижу статус или фотографию, точно не помню, у Асламбека Бадаева, такую фотографию на фоне Физибургской крепости, то есть его поездку. И, соответственно, я тоже недавно там был, и я быстро ему набираю «Ассаляму алейкум, Асламбек» и так далее, пишу ему, и он мне отвечает, что мне нравится вообще в Асламбеке, это его простота. Дело в том, что человек занятой, человек известный, но все равно он себе оставил вот эту стержень простоты. То есть к нему подход можно найти, и, соответственно, я считаю, это одна из хороших его черт. И так вот, я вот с ним познакомился вот так, и помню, как он открывал свою студию, Бадаев студия, и вижу, что он голосование проводит, как вы считаете, вот на фоне, вот, да, как вам видится, выберите, пожалуйста, шрифт. Я ему говорю: Асламбек, смотри, на черном фоне белое, более ярко будет. Тогда он говорит: ну да, как раз я это выбор и сделал. И я ему пишу: я надеюсь, я свою лепту какую-то маленькую внес. И я почему это все рассказываю? Наше знакомство вот так произошло, и мы друг на друга подписаны. И сегодня, альхамдулилля, у меня встреча с этим человеком, вице-президент ACA, журналист, блогер, матчмейкер, то есть у него много ролей. Асламбек Бадаев. Ассаляму алейкум, Асламбек. Алейкум ассаляму рахматуллах. Дялир Маршал Ахмад, спасибо, что пригласил. Очень много всего приятного ты рассказал. Мне, конечно, очень приятно, но предпочитаю немного подальше держаться от таких хвалебных слов. В любом случае, барак Аллах тебе. Амин, амин. Всем нам, Асламбек, мне очень приятно, что ты сегодня пришел, нашел время в своем загруженном графике для нас, выделил. Вообще, когда ты говоришь, пишешь человеку: я хотел бы записать с тобой разговор об истории нашей, это общая наша история, это наша родина. И когда человек тебе идет навстречу, альхамдулилля, у меня больше уважения к нему проявляется, потому что он все-таки чувствует, да, вот это корни свои и вот эта поддержка истории своего народа, чтобы подрастающее поколение знало, чтобы побольше передач про это было. Аллах рейсу. И первый вопрос у меня вообще, давай начнем с того, что как ты поживаешь, как у тебя дела, вот настроен ли ты на 2025 год? Алхамдулилlah, хвала Аллаху, хорошо поживаю, и 2025 год действительно несет в себе серьезные ожидания для нас, потому что мы по ощущениям растем, у нас все лучше и лучше получается по воле Всевышнего. Я не устаю об этом говорить, восхваляя Господа, потому что то, что у нас есть, все с Его дозволения. Я очень этому рад, потому что есть определенный прогресс. Придет время, когда этот прогресс остановится, и тогда мы поймем, что все, мы, наверное, исчерпали свой потенциал. Но пока этот потенциал есть, и честно, ему даже не виден конец края, скажем так, и это радует. Поэтому мы трудимся, ожидания серьезные. Как ты и сказал, Ахмад, спасибо тебе, то, что действительно внес лепту свою и мнение высказал. Для меня это было очень важно, когда мы открывали студию. После этого, когда мы уже оформляли логотип, я хотел пообщаться со своей аудиторией, потому что по большому счету я это делаю не для себя, а для людей. Понятно, что у меня есть какие-то дивиденды оттуда, но все равно для меня самое важное — это оценка моего зрителя. И поэтому, в принципе, твое мнение совпадало с моим. Наш проект уже довольно-таки крепко стоит на ногах, мы проделали определенный путь, и поэтому все хорошо. Самое главное, я считаю, что, знаешь, трудолюбие, которое есть в нас, заложено у нас, оно нам позволяет двигаться вперед. А вот насчет того, что ты вначале сказал, пока мы не ушли от темы, я по большому счету не имел никакого права отказывать тебе в таком проекте. Более того, для меня это большая честь, потому что по историческим меркам я считаю, что я даже с весом в пылинку, наверное, в истории чеченского народа, да даже еще меньше. И когда меня зовут, чтобы поговорить о таком человеке великом, конечно, я не могу отказать. При этом мне чуть-чуть неловко, потому что там у зрителя может возникнуть вопрос,
а кто ты, да, по большому счету, кто ты, как ты уполномочен обсуждать шейх Мансура и так далее. Но в таком случае, если такие мнения возникнут, я скажу так, каждый из нас уполномочен обсуждать шейх Мансура, потому что это наш народный герой. Более того, он тейп Listen Joy, это мой тоже тейп, и поэтому, вдвойне приятно, потому что он-то родился в Алды, но его корни из наших мест, ты сам знаешь, мы с тобой соседи, мы живем практически недалеко друг от друга, и это вдвойне приятно. И связь с Родиной, которая у нас есть, именно с малой Родиной, она очень сильна. Я тебе скажу, Ахмад, не проходит и дня, чтобы я не думал о родине, не проходит и дня, чтобы я не думал о наших горах. К сожалению, не так часто удается там бывать, но мы, когда ездим, получаем огромное удовольствие. И такое состояние эйфории возникает, когда ты видишь эти горы, эти леса, эту, скажем так, зелень, которая там, эти водоемы, и ты понимаешь, сколько всего там происходило, ты понимаешь, насколько много эти горы видят, но молчат, как говорится. И это очень сильно впечатляет и до дрожи прям пронизывает тебя, поэтому те темы, которые ты затрагиваешь, и в целом вот эта тема Родины, тема наших героев, она очень важна. Мы-то интервью, бои и так далее пишем, то, что ты делаешь, оно значительно ценнее. Аллах Расул Асламбек за такую оценку. А насчет того, что кто ты такой, чтобы и так далее, я думаю, наш народ вообще основывает то, что я наблюдаю, да, я вижу, к тебе относится с большим уважением. То, что у тебя грамотная речь, что ты можешь выстраивать свои мысли, то есть не бояться своего мнения, когда, да, кто-то там, так, если я так скажу, то все, надо сейчас закрыться, а то вдруг хейт получу. Ты этого не боишься. Мне искренне нравятся такие люди, я уважаю таких людей. И, соответственно, я считаю, что ты один из достойнейших людей, чтобы говорили про шейха Мансура, потому что, как ты уже сказал, да, я хотел к этому прийти, но Асламбек историю знает, и поэтому имеется про шейха Мансура. Он сам сказал, он твой односельчанин, соответственно, и, конечно же, я, и исходя из этого, тоже решил с тобой про него поговорить. Но давай начнем сперва, перед чем прийти к нашей общей теме про шейха Мансура, давай начнем с того, что насчет книги. Вот книг. Ты чувствуешь, когда человек начитанный, понимаешь, когда он читает книги. Вот насколько я помню, я сам с села Сержинюрт, и 8 лет, когда мне было, я заходил и вокруг себя не видел ни одного ребенка моего возраста. Я был один в библиотеке. И все время я так заходил, читал. Вот Ричарда Стивенсона я читал, «Черная стрела», Уальтера Скотта читал, исторические. Потом наших героев, и тогда я впитывал всю эту информацию, и она мне пригодилась уже, когда я стал взрослее. Вот со скольки лет у тебя проявилась любовь к книгам? Вот часто ли ты сейчас читаешь книги? Хватает ли у тебя времени? Машаллах, то, что ты делал, это очень ценно, тем более, ты какого года? 90-го. 90-го, я 88-го года, и я помню, что когда мы росли, пропадать в библиотеке было не очень модно. Да. Тогда ребята были всегда на улице, дрались, в футбол играли, что-то делали, активный образ жизни. Читать книги было, конечно, тяжело себя заставить. Но у меня примерно, вот когда я в школу пошел, с тех пор плюс-минус там 8, 9, 10 лет, в этом возрасте у меня проснулась такая любовь к чтению книг, потому что у меня и родители, в принципе, интеллигентные люди, они мне всегда прививали любовь к знаниям. И я пропадал в местной библиотеке, когда началась война, мы уехали в Карачаево, Черкесию, жили в селении Октябрьский. Я как сейчас помню, я сидел на уроках в школе и думал, быстрее бы уже закончилось это время, чтобы я отсюда вышел и пошел в библиотеку. И мне очень нравилось читать книги зимой. Когда особо на улицу выходить там не получается, холодно, хотя санки, хоккей никто не отменял. Но это как раз то время, когда ты мог зайти в библиотеку, почитать, потом забрать оттуда книги, унести их домой и уже читать дома. Я как сейчас помню, мы пили чай, кушали локмиш, пышки, я не знаю, как по-русски говорится. И я помню, до ночи я прям жадно впитывал эти знания. И даже ставил себе цель, что, к примеру, там, в 12 ложусь спать, пока не прочитаю там 50 страниц, не лягу. И такое у меня было. Я получал как удовольствие, так и спортивный интерес у меня был. Как к скорости прочтением, так и к впитываемым знаниям. И поэтому книги, да, на разном этапе, они с детства были у меня. Где-то больше, где-то меньше, где-то вслух, где-то про себя я читал. И я сейчас понимаю, что я очень слабо в этом направлении поработал, потому что можно было бы еще больше читать, еще больше знаний почерпнуть. А так есть какие-то поверхностные знания, но, к сожалению,
того, чего хотел бы, этого нет. И я сейчас понимаю. Тогда не понимал, а сейчас я понимаю, как много можно было бы сделать за это время, как много можно было бы прочитать и осознать. Но при этом я еще использовал чтение книг не только как получение знаний или обогащение, да, своего языка, даже словарного запаса, а для дикции. Для меня это было важно, потому что когда я был студентом, закончил университет в Краснодаре и пошел на кубанское телевидение, меня взяли туда, я очень благодарен нашим коллегам из Краснодара. Я был первым чеченцем, который устроился на работу, да, на Кубани. И меня взяли, и я чувствовал и определенные политические, не политические, а национальные риски, которые были. Потому что я все-таки чеченец, парень, который абсолютно не вписывается в местный формат. Прихожу на кубанское телевидение, сломанные уши, там, накачанная шея, борец и так далее. И сразу образ возникает, это вообще кто такой? Он что здесь делает? Именно вот такие глаза у людей были. А потом, когда мы уже знакомились, общались, конечно, мы прониклись уважением и до сих пор поддерживаем связь. Но я к чему? Чтение книг мне помогло именно в улучшении дикции и в избавлении от акцента. Я всегда гордился чеченским акцентом, но мне на телевидении сказали, что если у тебя будет акцент, мы не можем позволить тебе выходить в кадр или делать начитку. То есть бывало такое, я писал тексты, проводил огромную работу, делал сюжеты, а другой парень это начитывал потом. То есть его голосом моя работа была озвучена. Это очень сильно ранило меня. Сильно ранило меня. И поэтому книги, они полезны вообще для развития человека с многих точек зрения. Как я уже сказал, и обогащение языка, и получение знаний, и словарного запаса увеличения, ну и, конечно, улучшение дикции. Но для этого я думаю, что нужно читать все-таки вслух. Вслух, Я чтобы согласен. слышать себя. Я согласен. И Асланбек, знаешь, как вот я еще, альхамдулилля, по милости Аллаха, моя основная работа – это преподаватель Корана. Я в медресе работаю, и имею, альхамдулилля, опыт, и у меня разные группы бывают, методика преподавания бывает у меня. Я говорю, ребята, говорю, читайте Толстого, Достоевского, Пушкина, вот поедете в Москву, да? вот поедете в Москву, и кто-то обсуждает там Анна Каренина, мол, и ты чеченец или чеченка, ты подходишь, да, в это общество, и типа они тебя считают, ну, приехали с гор какие-то, да, а ты вдруг включаешься и говоришь, да, сумасшедшая была, под поезд бросилась, короче, они про себя, ничего себе, чеченец или чеченка, он ничего, даже вот я заметил, посмотрите на владение русским языком Асланбека Бадаева, как он владеет русским языком, понимаешь, когда тебе вот пишут такие комментарии. Это и плюс, и минус. Знаешь, что меня расстраивает, Ама? То, что от нас как будто бы изначально не ждут многого. Как будто, знаешь, вот со снисхождением на нас смотрят, и а почему так? Мы живем в России, или что мы не можем изучить русский язык так, как русские, основные носители этого языка. В этом нет ничего удивительного. И поэтому ты правильно говоришь, просто сейчас молодежи нужно именно дать понять, что знания всегда будут сильным оружием на протяжении всей жизни. И даже если сейчас люди этого не понимают, то потом они осознают, насколько это важно. Элементарно, когда ты с человеком переписываешься, и он допускает там 3 ошибки в одном слове, он может быть прекрасным человеком, хорошим человеком, но все равно такое определенное отторжение у тебя уже идет. То есть, когда ты неграмотный, это показывает то, что ты не трудолюбивый в первую очередь, потому что ты не захотел напрячься, ты не захотел изучить грамматику, ты не захотел читать. Это уже показывает, что ты в определенной степени не любишь загружать себя, да, дополнительными какими-то моментами. И просто люди очень сильно делают акцент на материальное. Сейчас вот, а духовное чуть-чуть забыли, поэтому нужно, конечно, читать, нужно учиться и нужно ломать стереотипы. Асланбек, я с тобой полностью согласен. Вообще, я недавно смотрел документальный фильм про тебя и нашел общего много чего с тобой. Я говорю, ой, смотри, Асланбек любит книги, о, ничего себе, о, Италия, ничего себе. Я помню, как мы оставили Лозерс, раньше что было в детстве там, когда война закончилась, да, там, свадьбы и так далее, ты идешь на свадьбу, и я помню, как там на улице все танцуют, меня это абсолютно не волнует. Я сел смотреть Италию, Францию. Понимаешь? Это какой год? 6-й, да? 6-й. Финал Да. Я такой смотрю, короче, да, в это смотрю, и представь себе, я когда выбегаю просто, когда Италия выигрывает, такое, люди на меня смотрят, что он несет, что он делает. Какая Италия, да? Да, какая Италия. То есть я вот схожесть с собой вижу, ничего себе, вот эти моменты тоже я для себя подчеркнул. Так давай тогда теперь мы перейдем для наших зрителей, конечно, более будет интересовать такая личность, как шейх Мансур, мировая личность, вообще абсолютно
не постыжусь этого слова, потому что, смотри, итальянцы говорили, что это их шпион. Италии выходили книги про него. Татары говорили, что это цесаревич татарский. Русские говорили, что это наш шпион, типа мы специально к вам его прислали. Понимаете, что этот народ говорил, что нет, но он не чеченец, это наш, типа, это вы вот себе приписали и так далее. То есть такая личность, она была на слуху, ее обсуждали. Все время, в те времена, да, сколько статей вышло про него, до сих пор неизвестно, где он похоронен, Соловецкий монастырь там, или Шлиссельбургская крепость и так далее. Вот эти моменты. Вот я хочу тебя спросить, вот со скольки лет ты начал знакомиться с героем, с первым имамом Кавказа, шейхом Мансуром? С детства, это 5-6 лет. Я помню, мы еще даже не уехали из Чеченской республики. Я помню, что в нашем доме постоянно звучало имя шейха Мансура. У меня не было осознания такого, я был маленьким, но всегда я помню это имя шейх Мансур. Оно звучало, оно обсуждалось, родители рассказывали, братья рассказывали, более старшее поколение. Но когда я прям начал знакомиться с ним, это был 2002 год, по-моему. Мне было 13 лет тогда. И мой сельчанин один, который приехал в Карачаево-Черкесию к нам в гости на побывку, он сказал: а ты знаешь, что он нашего тейпа? Я говорю: нет, не знаю, никогда об этом не знал. И вот 13 лет я об этом узнал. И потихоньку вот эти знания о шейх Мансуре, они увеличивались. Где-то мне было неловко рассказывать о нем, потому что, типа, ну, не скромно же говорить там, он первый имам Кавказа, он наш герой. И даже находясь среди представителей другой национальности, мне чуть-чуть неловко было бравировать этим фактом, хотя это гордость наша, но почему-то, когда ты более младшего возраста, у меня так и с чеченским языком было. Мне всегда было как-то неловко по-чеченски разговаривать, чтобы как-то вот я стеснялся всего этого, хотя это нужно наоборот уважать и любить и гордиться. Ну и потом с возрастом я начал осознавать, когда стал старше, и понимать, что этот человек сделал. Он принес себя в жертву, он сражался на пути Аллаха, он был непоколебим, он пошел до конца. Он мог прожить свою жизнь по-другому, но он выбрал такой путь тягот. И я думаю, у него просто, ну, даже элементарно, логически вдумываясь, я думаю, ему было очень непросто, потому что много людей умирало. И да, и рассказы есть, и былины всякие, и я думаю, мы это сейчас не проверим точно, как было, но люди, по сути, они всегда одинаковые в любое время. И говорят, что очень много предъявляли ему, что из-за тебя нас убивают, уходи отсюда, типа, ты беду на нас навлекаешь и так далее. И тяжело, да, когда ты понимаешь, что у тебя есть какая-то общая одна задача, и с другой стороны ты понимаешь, что нужно многое принести в жертву, ты готов принести в жертву, но люди не понимают, зачем и для чего. Соответственно, ему приходилось уезжать и в другие республики, и в другие места, и он потихоньку с востока Кавказа перешел на Запад, как мы знаем, до Анапы дошел. И я просто пытаюсь понять, что у него было в голове, что у него было на сердце. И в таком молодом возрасте, представляешь, ему и 30 лет не было, когда он вот во всей этой истории находился. И просто уникальный человек, образованный, религиозный, справедливый, с хорошими манерами, просто пример для подражания, сильный, смелый. Столько много качеств в этом человеке сочеталось, и что мне сейчас даже неловко становится, когда мы в это время нашей жизни там пытаемся жаловаться на что-то, говорим, что что-то не так, это не так, настолько трудно, почему так, почему со мной так и так далее. Ты понимаешь, что, конечно же, мы стали слабее духом, потому что вот такие сильные люди, такие люди с сильным стержнем. Но опять же, мы же видим, что его имя живет, оно не умирает, память о нем, и она мотивирует нас. Она всегда мотивирует. Я часто прихожу к тому, что а как бы шейх Мансур подумал, а как бы он посмотрел бы. То есть у меня часто бывают такие мысли, а как бы он на это все посмотрел бы и так далее. Руслан, извини, вот я хочу вставить, чтобы далеко не уйти, именно примерно вот так, как ты сейчас говорил Юсуф Раисов. Когда я беру интервью, он говорит: Ахмад, ты не поверишь, может быть, но я тебе даю слово, он говорит, ни один день не проходит, чтобы я не вспоминал про этого человека. Он говорит, я был просто удивлен, он говорит, я каждый день про него думаю. Мы в машине ездим с ним, на его машине, он такой включает такой и говорит, смотри, вот я про Байсангура сейчас я дам послушать такой, это меня мотивирует. То есть меня вот вдохновляет такая молодежь, понимаете, в виде вас, которые, да, заняты другим делом, как бы, да, но все равно не забывают эту сторону, не забывают корни свои, не забывают историю своего народа.
И когда бывает возможность, вы медийные личности все-таки, и люди вас смотрят, разные национальности вас смотрят. И, соответственно, когда вы представители нашего народа, а почему говорю представители? Потому что именно в первую очередь не в плане того, что вы чеченцы, а в плане того, что вас много людей смотрят и вас слушают. И вот они так, о, смотри, Асламбяк, ну если Асламбяк говорит про этого героя, то это уже весомо, мол. Значит, надо, да, а ну-ка я посмотрю, кто он. Ну, нам нужно, я считаю, это наша задача, показывать наш народ с лучшей точки зрения, показывать наших героев, показывать наши красивые обычаи, показывать наше достояние, которое только есть. Как мы говорим, ломать стереотипы. Я вообще сторонник того, что своим хорошим примером ты пробиваешь себе путь. Вот мы, чеченцы, да, чего уж там говорить, мы часто сталкивались с проблемами, мы часто сталкивались с предвзятым отношением к себе и с несправедливостью на протяжении многих лет. Я уверен, что и ты, и я по себе точно могу сказать, когда я был на выезде, скажем так, в других регионах страны, очень часто такое бывало, предвзятые отношения. И у меня всегда возникал вопрос, почему так? А сейчас я повзрослел, и я выработал такое отношение к данному вопросу. Как бы ни было, жаловаться не стоит. Вот я недавно в подкасте чуть-чуть разоткровенничался на одном из подкастов. Честно, мне чуть стыдно стало, потому что я там говорил вещи, которые для меня не присущи и которые я не поддерживаю и не должен был говорить, но где-то разоткровенничался, и пусть это будет первый и последний раз. Но я там сказал такую мысль. Очень много я получил хейта в свой адрес, потому что и в религию полез, и туда, и сюда. И я сказал одну вещь, что люди, да, там многие жалуются, почему не так, почему не то, с чего вы взяли, что должно быть так, почему вы думаете, что должно все быть по-вашему. Скажу так, я ни на кого не распространяю, да, эту оценку, просто скажу насчет себя, это мой подход к жизни сейчас. Как бы тебе тяжело не было, не жалуйся, делай свое дело. Если к тебе предвзято относятся, сделай так, чтобы тебя полюбили. Если хотя бы не полюбили, то хотя бы зауважали. Своим примером покажи свою красивую культуру, покажи своих героев, покажи лучшее, что есть в твоем народе, и пусть люди изменят о тебе мнение таким образом, чем ты будешь пытаться их впечатлить там силой или чем-то другим. Поэтому я считаю, это наш долг. Та медийность, которую мы приобрели, Юсуф-то, понятно, он сильно медийный парень, я-то так себе. Просто сейчас и мой проект, он довольно сильно взорвался, и многие люди, я даже не осознавал этого эффекта, в любую точку страны приезжаешь, в любой город, там, начиная с аэропорта, там, я это смотрю, я того смотрел, я этот момент помню и так далее. И я начинаю задумываться и понимаю, что на мне серьезная ответственность. Меня смотрят наши сельчане, Сиржин Юртев, Элистанджи, начиная с наших краев, Шали, Аргун, дальше, и так далее, по всей республике. Нас смотрит молодежь. И я уже приезжаю в село, я вижу, что они, о, это Асламбек был. То есть они равняют. А когда на тебя люди равняются, ты уже должен фильтровать и свой разговор, и то, что ты говоришь, и то, как ты себя ведешь. Поэтому если у нас есть такая возможность выйти, скажем так, на широкое пространство, аудиторию, конечно, нам нужно говорить, и о наших героях в том числе. Как раз ты затронул эту тему хейта. У меня раньше, знаешь, как было? Я такой брал телефон, давай свой номер, типа, и давай, короче. Я, представь себе, несколько часов, я думаю, ничего себе, ночью вышел, 8 часов где-то, и 2 часа ночи по парку я на нервах вот так круги делал, защищая, да, защищая, вот, он говорит, а чем отличается Шейх Мансур от того нашего имама, этого имама, понимаешь? Я думал, ничего себе, Ама, что ты делаешь? Остановись. Он говорит, типа, брат, я в Москве, мол. Но это был нормальный такой адвокатный человек, но были вообще сумасшедшие. И я думаю, я не смогу каждому человеку звонить, каждого спрос делать. И я сейчас что делаю? Вижу, блокирую. Вот именно в чеченской истории я замечал вот этот хейт, который идет. Если чеченец говорит про свою историю, то обязательно, я не называю имена, приходит, да, один из представителей нации и говорит, мол, а что вы не говорите про нас, мол? Почему ты все время говоришь по Чечне? Я говорю, ну так, брат, дело-то в том, что Нохчи фильм называется. Это история моего народа. Я не обязан говорить про твою историю. Это не история Кавказа. Так, у меня узкое направление, именно Чечню я выбрал. Потом меня обвиняют в том, что, мол, короче, ты только про чеченцев говоришь. Я говорю, ребят, у меня... Это чеченская история. Да, я говорю, ребят, у меня есть исламский канал, Танвир называется, просвещение. У меня есть там озвучки на русском, да, я озвучиваю проповеди. У меня есть мои шейхи, которые я брал на чеченском, переводы делал. У меня это есть, эта сторона есть. Если хотите, пожалуйста, добро пожаловать. Но говорить я не люблю, потому что я это вообще последняя буква в алфавите.
Но что я хочу спросить? Вот смотри, люди заходят, и вот тебе хейт делают, да, когда ты высказываешь конструктивное мнение и говоришь, ребята, я считаю, что в данном случае, вот в таком этапе, этот человек не вывез бы, это мое мнение. И они говорят, как ты сумел такое сказать про нашего? То есть на национального они переходят, понимаешь? И дело в том, что когда ты говоришь, смотри, Шейх Мансур такой-то, такой-то, тебе начинают говорить, мол, короче, а что он, откуда он, первый имам, и ты говоришь, ну, извини меня, документы это подтверждают, архивные, даже сторона вражеская, царская империя в то время подтверждает это, понимаешь? И вообще, и адыги, вот когда я снял фильм, адыги там столько позитивного написали. Наш имам, мы ждем Ахмед полный метр, пожалуйста, сними. Это наш имам, у нас есть илли про него, мы его очень любим. Обратная связь от адыгов была больше, чем от наших чеченцев. Я тебе скажу так, Ахмад, черкесы в целом, да, они очень трепетно относятся к шейху Мансуру, потому что они бок о бок сражались с ним, и, насколько я помню, надеюсь, я не ошибаюсь, убыхи, очень воинственный народ, их практически не осталось сейчас, они в войнах погибли, очень смелые люди, они были рядом бок о бок с шейхом Мансуром, и, в принципе, последний путь его проводили именно они, потому что крепость Анапа, он сражался там вместе с ними, и черкесы, как никто другие понимают, насколько это был сильный человек, и они за правду. Они осознают, и они соглашаются с тем, что это был великий человек, потому что они имеют на это право, они были рядом. Что касается каких-то возмущений, я сейчас с возрастом начал смотреть на это определенным образом. На Кавказе очень такая серьезная принципиальность существует. Если ты назвал одного героя, но не назвал другого, им бывает неприятно. И в этом есть определенное благородство. В этом есть благородство. Мы должны на это смотреть так, что просто они считают нас не чужими, они считают нас близкими. И когда мы говорим о своих, им просто было бы приятно услышать и о их героях. Поэтому я к этому так отношусь. Всякие люди бывают. И в чеченском народе я тоже так же, как и ты, и созванивался, и ссорился, хотя потом жалел, мне было стыдно. Это такой этап, который мы проходим. Но, к сожалению, вот на Кавказе есть одна проблема, такая существенная проблема. Мы не читаемся, мы тяжело принимаем чужое мнение. Начну с себя, я сам такой. То есть я могу сколько угодно садиться, говорить красивые вещи на камеру, все раскладывать и так далее. Это красноречие нам Всевышний дал. Если говорить надо, не проблема, мы можем часами говорить. Но практическое, теоретическое нам тоже нужно понимать, где практическое, где теоретическое и как это все связано. Но когда что-то касается меня, и вопрос становится эмоциональным, я скажу так, чаще всего я не вывожу этот разговор в плане, знаешь, какого-то диалога созидающего, созидательного. Я начинаю спорить, меня начинает уже бесить то, что они так думают, почему они со мной не соглашаются. Это наша общая проблема. Я работаю над собой, и я вижу определенное поступательное направление, движение. Поэтому большая проблема то, что мы не принимаем взаимные какие-то аргументы в стрессовых ситуациях. И вот огромная проблема, я бы сказал, вот одним словом это все выразил, я уже с этим сталкивался, поэтому четко выработал свою позицию. Мы не чувствуем контекст, вот именно контекст, вот с этим проблема. Можно это большое слово написать, разбирать его. Ребята, контекст. Когда Ахмад говорит о шейхе Мансуре, значит он говорит о шейхе Мансуре, он снимает фильм про него, он исследует его жизнь, он говорит о нем, он не должен говорить в этот момент про других героев, которые, безусловно, по-своему были героями. У кого-то, может быть, даже есть добродетели, которых не было у шейха Мансура, все мы разные, в чем-то лучше, в чем-то хуже, но ты выбрал этого героя. То, что он первый имам Кавказа, это факт, нравится это кому-то или нет. То, что он был героем, это тоже факт. То, что он пошел до конца, это тоже факт. Это не значит, что мы сегодня пытаемся там кого-то попрекать, потому что у каждого есть свой мотив в этой жизни, у каждого есть своя позиция. Я вообще сторонник того, что нужно созидать. Не нужно умирать идти, не нужно идти на рожон. Я сторонник того, чтобы мы созидали, чтобы мы красиво, политично, все красиво вели. Но мы должны понимать, тогда было время одно, сейчас другое. Тогда была одна ситуация, сейчас другая. Нельзя категорично высказываться по отношению там, к каким-то событиям. Просто нужно попытаться услышать друг друга, нужно понимать, что мы говорим. И этот контекст очень-очень важен. И сегодня я
на самом деле, как никогда в другое время, чувствую вот то, что ты говоришь. Находясь в эпицентре внимания, именно на Кавказе в первую очередь, и приглашая очень много спортсменов, я часто вижу критику, я часто вижу похвалу. Я просто научился уже потихоньку, учусь, по крайней мере, воспринимать это. Если нет каких-то прямых каких-то оскорблений, задевающих честь, семью, родителей, религию, я не блокирую никого. Если кто-то говорит, там, Асланбек там тут неправильно говорит, Асланбек тут вообще не в тему говорит, да то, что ты говоришь, никогда там не сбывается, да ты вообще не эксперт, не проблема. Но если вы начинаете меня оскорблять, да, тогда я блокирую. Поэтому мнение людей, оно важно, и мы должны понимать, что не всегда люди будут понимать то, что ты хочешь сказать. Не всегда они будут воспринимать так, как ты хотел. К примеру, сейчас у меня было интервью, и меня спрашивали про бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, да? Вот. И очень болезненно наши братья из Дагестана воспринимают мою критику в адрес Хабиба или кого-то. Даже не критику, я бы сказал, просто мое мнение. Вот просто мое мнение. При этом, если посмотреть на количество моих подкастов, больше всего там, нужно считать, по крайней мере, по ощущениям таких знаков, больше всего там дагестанцев. То есть, кого я пригласил на подкаст, потому что очень много спортсменов, достойных и так далее. Я поэтому говорю, ребята, не нужно национальные вопросы поднимать. Есть конкретная ситуация. Вот мне кажется, там у Хабиба ударная техника корявая. Это мое мнение, я могу его обосновать, я могу Хабибу об этом сказать, кому угодно, да. Но нет, ты завидуешь Хабибу. Почему я ему должен? Я не боец, я не претендую ни на что. Хабиб у меня выиграет, я это знаю. Но я Хабиба выиграю в другом. Все мы по-разному Всевышним созданы. Поэтому вот именно вот это. И то же самое, справедливости ради, нужно сказать, и наши ребята пишут там про Чимаева, когда кто-то что-то скажет, согласен. Они нам просто завидуют. Конечно, то есть вот это, они нам просто завидуют, они нас просто не любят. Вот эти общие моменты нужно убрать. Вот в этой ситуации Царукяна и Махачева, я сразу говорю, я считаю, Махачев выиграет. Он лучший во всех аспектах. Но я что говорю, ребята, Махачев столкнется с очень серьезным сопротивлением. Это будет конкурентный, тяжелый пятираундовый поединок, где Ислам может пострадать, я не исключаю. Но в итоге он выиграет, потому что он более классный боец. Но Арман в этот бой привнесет принципиальность, дух и желание. Ни Порье, ни Волконовский, они не были все равно настолько принципиально настроены. Вот ты высказываешь свое мнение, и ты в свой адрес, ладно, мнение, проклятие слышишь. То есть ты слышишь оскорбление в свой адрес. Там, где у себя, где я мог бы на это повлиять, в других местах я читаю, я просто иногда думаю, ребята, что у вас в голове? Вчера, когда я приглашаю там дагестанского спортсмена, вы говорите, машаллах, какой-то хороший брат, ты занимаешься сближением народов, а сегодня вы меня просто проклинаете. Ну как так? Ну скажите, да, Асланбек не шарит, не разбирается там. Не проблема. Да. Вот я недавно там, меня парень остановил, Асланбек, пожалуйста, назови лучших борцов в вольной борьбе в каждой весовой категории. Я вообще навскидку назвал, много всего напутал, быстро, да, там получилось, многих я не вспомнил. И мне говорят, нашли у кого спрашивать и так далее. Ну да, действительно, кто я такой? Реально, я не борец высокого уровня, я так чуть по себе боролся, на мастерских чуть боролся, борьбу люблю. Но вы меня смотрите сегодня, но не смотрите тогда. Если вы меня смотрите, значит, не просто так смотрите. Значит, я в вольной борьбе, хоть результат не сделал, но нашел другой путь, который вам интересен. И если меня кто-то спрашивает о моем мнении, наверное, это тоже значимо. Понимаешь, вот такие моменты. Очень много этого всего бывает, но я скажу одно, если ты решил стать публичным человеком, тебе нужно, чем раньше, тем лучше, воспринимать это адекватно, спокойно. И где-то даже искать оправдания этим ребятам, которые обижаются, почему ты называешь Шейх Мансура, не называешь кого-то другого, просто со снисхождением, что ребята просто наши братья, которые хотят быть к нам ближе, и просто в хорошем смысле ревностно относятся к тому, что в одном ряду с Шейх Мансуром ты не назвал других героев. Вот тогда, наверное, как-то легче будет. А есть и наша сторона, и ихняя сторона. И действительно, вот это вопрос национализма, да, вот, я не выгораживаю наши тоже еще бывают. Но, знаешь, вот когда, вот ты правильно сказал, когда переходит грань, это уже ненормально. Вот мы принимаем здравую критику. Смотри, вот недавно я пишу, военный историк Василий Потто, да, пишет, что во времена Петра Первого, когда Петр I пошел в поход в Персию, да, и тогда Кавказ там и так далее, он
зашел в Кавказ, и первое сопротивление, которое оказали, это были чеченцы. Это пишет Василий Пота. И он потом говорит, в кумыкских преданиях до сих пор говорится про это типа, и говорит, что натиском сильным чеченцы, то есть, да, выгнали армию Петра I, регулярную армию царскую. И мне такой, ты лжец, пишет один. Там написано кумыки. Я думаю, может, я где-то ошибся, или что-то наши там написали. И смотрю, Василий Пота, его книгу открываю, смотрю, чеченцы стоит. Понимаешь? Я ему говорю, давай ты сперва вот проверишь информацию, и потом будешь меня обвинять. А зачем ты вообще реагируешь на них? Вот это было раньше. Я просто сам такой, я сам реагирую, но я спрошу тебя, а ты можешь меня спросить. Не стоит на них реагировать, потому что, ну, этому не будет ни конца, ни края. То есть всегда найдется человек, который, возможно, даже будучи не кумыком, будет представляться как кумык и вносить вот эту вражду. Понимаешь? Ты даже не знаешь, кто там за монитором сидит. Я недавно, вот, опять же, с одним созвонился, вот на такой же волне, очень разозлился на него. И пишу ему, он дерзко отвечает мне туда-сюда. Я говорю, ты где? Я завтра в Москве. Он говорит, я в Владикавказе, туда-сюда, давай встретимся. Он говорит, зачем мне, говорит, с тобой встречаться? Я говорю, ну ты же, говорю, много всего наговорил. Ты оскорбил меня. Я говорю, ничего не говорю. Давай встретимся и попробуем, да, с тобой поговорить. Ты что, со мной драться хочешь, что ли? Я говорю, если драться будет, подеремся. Типа, у тебя же, говорит, не получится ничего. Я говорю, а ты откуда знаешь, говорю? Ты, говорит, просто прикрываешься своим постом, но ты никогда не будешь. Я говорю, а как ты определил? Я говорю, 30 лет жил до того, как этот пост начал занимать, 3 чем-то даже. Я двигался большую часть в России на улице, очень много дрался, проявлял себя. В принципе, кто хочет узнать, может мой круг спросить, далеко идти не надо. Я говорю, давай проверим, говорю. Ты за меня не решай. Я тебе слово даю, говорю, что я один приеду, куда надо, давай встретимся. Нет. И потом как-то благоразумие взяло вверх, и он говорит, брат, говорит, если я обидел, извини, все нормально. Говорит. Я ему говорю, ладно, говорю, ты меня тоже извини, говорю, ты мусульманин, перед Аллахом, говорю, ты хороший шаг сделал, все, у меня, говорю, к тебе вопросов нет, говорю, кто сильнее, кто слабее, Всевышний Аллах сильнее нас, а мы люди слабые, говорю. Но я тебе еще раз говорю, скажу, подраться мне вообще проблем нету, с тобой, с любым и так далее. Пошутили так, и в итоге разошлись. Но я потом думаю, на самом деле я допускаю большую ошибку. Во-первых, я, занимая пост вице-президента, в этот момент позволяю себе то, что не должен позволять. Я не соответствую своему посту. Я человек простой, ты, наверное, заметил. Я всегда был простым, и для меня важно быть лишенным высокомерия, двигаться по-простому. Но иногда есть ситуации, где ты вынужден быть непростым, где ты вынужден соответствовать своему статусу. Есть некоторые моменты. И вот я как пацан поддался на эмоции и вот в колею вошел. Но нельзя, поэтому это для меня урок и для тебя, для всех нас, для людей, которых смотрят, читают, которых обсуждают. Нам просто нужно к этому относиться, наверное, спокойнее. Вот знаешь, Асланбек, вот я тебя слушаю, и как будто у меня флешбеки насчет себя. Я также звоню одному, вот реально, он знает, что пишет. Чеченцы, вот когда обобщают меня, это очень берет. Чеченцы никогда не предоставляют информацию про Байсангура, они рассказывают лишь сказки. Абузара Айдамирова. Он написал книгу, Муцураев спел песню, и все, ребята, никакого документа нету. Байсангур вообще инвалид. Он вообще даже воином не был, понимаешь? И я пишу, ты сейчас обобщаешь, давай я тебе документ предоставлю, русский архив. А есть документы? Я не историк, поэтому мне самому интересно стало. Есть. Я говорю, давай я предоставлю. И он говорит, типа, ты чё истеришь, мол? И вот это меня задело. Я говорю, дай свой номер. Я ему звоню, ты где? Я говорю, в Москве, он говорит, короче. Я говорю, вот почему флешбэк, я говорю, давай я приеду. Он говорит, ты чё, со мной драться собрался? Из-за интернета, что ли? Ну, согласись, в чем-то он прав. Да, как будто прав, вот ты в виртуальном мире ссоришься и потом едешь драться. Да. Ну, как-то... Он говорит, ты что, типа? Я тогда подумал, знаешь, к чему пришел. Есть слова золотые у имама Шафии, рахимуллах. Имам Шафии сказал, ты не сможешь удовлетворить всех людей. Исправь свои дела перед Аллахом, между Аллахом, да, и тобой, и не обращай внимания на людей. Понимаешь? И потом он говорил, что когда я дискутировал с учеными, я всегда выигрывал. А когда я дискутировал с джахилами, я всегда проигрывал. Они же на свой уровень тебя спускают. Понимаешь? Вот то, что ты тоже говоришь, это правильно. Ты взрослеешь каждый раз. Я думаю, зачем на это обращать внимание? Если я недоволен, блокирую. А если нормально говорят, мол, Ахмед, ты не прав, я оставляю такие комментарии. С 95 года, Асланбек, по 2005, если не ошибаюсь, Карачаево-Черкесия.
ты жил там, и касательно, вот, ты уже, хотя ты затронул эту тему про адыгов, черкесов, да, вот их особое отношение к нашему имаму. Вот когда вышел фильм, я хочу спросить, вопрос задать. Когда вышел мой фильм про шейха Мансура, художественный, документальный, от своей ученицы, студентки, она мне пишет, говорит мне: Алмед, я в Питере, и я слышу твой голос, озвучка где-то, и парни сидят и смотрят, короче, и я вижу, что они смотрят про шейха Мансура, то есть, понимаешь, и меня такой: ничего себе, в Питере кто-то там смотрит мой фильм и так далее. То есть, вот эти адыги, черкесы, они настолько поддерживают. Вот я хочу тебя спросить, вот в Карачаево-Черкесии какое отношение было тебе именно со стороны черкесов, я имею в виду? Знаешь, что ты чеченец. Максимально хорошее было в целом, но были разные ситуации. Просто я сейчас, чтобы не соврать, можно сказать, что все было хорошо и оставить. Просто по деталям, драться приходилось, было такое, да. С черкесами дрались мы очень часто. Но больше, наверное, все-таки я взаимодействовал с карачаевцами там. Так получилось, что карачаевцев больше было, да. Но, по крайней мере, скажу так, что отношение к нам в целом было хорошее. Когда началась война, нас приняли. Я помню, когда мы просто успели взять одежду, уехали туда, и мы увидели к себе добрые отношения. Нам какие-то теплые вещи приносили, нам какие-то, я не знаю, матрасы приносили, потому что нас было много, мы там на полу спали, как кому приходилось, в принципе, как и все тогда. Мы просто вот уехали, в чем были, и все, ничего другого не было. И помню, там, Эрискан, Сюрин, каждый четверг вечером нам хачины, есть такие национальные лепешки, блюдо такое у карачаевцев, нам приносили хачины. Я помню такие теплые хачины, такие, я прямо этот вкус такой, знаешь, приятный, с детства вспоминается. К нам очень хорошо отнеслись, на самом деле. Но были, понятно, да, были, я там, прошел через много событий, я и мои родственники. Были моменты не самые приятные, но это была бытовуха, не национализм. Это была бытовуха, потому что какие-то бытовые ссоры, какие-то взаимодействия. Но опять же, повторюсь, я больше вот о черкесах, знаешь, как-то начал думать, когда уже уехал оттуда, и осознавать связь черкесов с чеченцами. Когда уже в Адыгее начал с ребятами общаться, с Кабардино-Балкарией начал общаться, с Карачаево-Черкесией, с черкесами, которые я до этого не знал. И я тогда уже понял, насколько связь наших народов, она близка. Даже мне там присылали мои друзья, с которыми я очень много с адыгейцами тренировался в зале, в нарт-клуб ходил, я их зал был, там много было, и тренер мой наставник Юрий Батман, и многие другие, Мурат. И помню, они мне показывали песню, которую именно адыги, черкесы поют про шейха Мансура. Да, и вот эта связь, я действительно начал ценить ее. Потом, когда я уже работал в ACA, так получилось, что именно публика, в первую очередь с Кабардино-Балкарии, там уже по остаточному принципу с Карачаево-Черкесии, с Адыгеи, как-то они ко мне тепло относились. У меня с ними связь хорошая такая сложилась, и с бойцами оттуда. Я начал потом в гости ездить, меня начали принимать. И вот, знаешь, вот таким образом, вот я уже сейчас уже четко осознаю, насколько мы два близких народа. Да и в целом любые народы, которые на Кавказе находятся, так или иначе, они очень близки. Очень много общего. Менталитет плюс-минус один. Да, есть там детали, где-то больше на это внимание акцентируют, где-то меньше. Но в целом я вообще считаю, что мы один народ. Такой большая семья на Кавказе. У нас очень много родственников, очень много друзей в любой республике, куда бы мы ни поехали. Везде нас ждут, и мы здесь ждем и принимаем. И поэтому связь есть, и она чувствуется, конечно. Я всегда говорю, Асламбек, что в первую очередь нельзя забывать, что ты мусульманин. В первую очередь ты мусульманин, потом ты чеченец, дагестанец, ингуш и так далее. И, соответственно, надо... Альхамдулилля, вообще, в общем, у нас все хорошо. Это есть какие-то локальные моменты, и ты даже не знаешь, кто прячется за клавиатурой. Понимаешь, может, это какой-то Вася сидит, или какой-то Джон там сидит. Ну, еще один момент, знаешь, мне не нравится, когда вот на этой религиозной почве начинают говорить что-то: ты не должен говорить, что ты чеченец, ты не должен говорить, что ты этот. Понимаешь, то есть люди уже... Тоже религию можно по-разному трактовать в некоторой степени, понимаешь? И кто-то пытается дискредитировать религию, пользоваться этим и внушать молодежи чуть другие ценности, что вам нельзя говорить, что вы чеченцы. Да, почему нельзя? Всевышний Аллах создал нас народами. Конечно. Мы чеченцы, конечно. И мы гордимся этим. Конечно. Мы гордимся этим не в том плане, что мы гордимся тем, что мы кого-то превосходим. Мы превосходим друг друга лишь богобоязненностью, но
Есть вещи, которые нам приятны, которые мы хотим рассказывать всему миру. Посмотрите, какие у нас красивые адаты, посмотрите, какие у нас герои, какие у нас смелые люди, какая у нас культура. Почему нам не говорить об этом? Если адаты, они не противоречат религии, почему нам об этом не говорить? И поэтому, вот опять же, вот эта грань, я недавно закидываю, к моменту 30-летия с начала войны, я закидываю Дайл Алыш, Дуэл Нохчик Ам, пусть Всевышний Аллах там, благословит, сохранит наш народ, Нохчик Ам, чеченский народ. И мне в комментариях один пишет, всех мусульман. То есть, опять же, понимаешь, я конкретно говорю о трагичной дате, я говорю о определенном событии, и мне говорят всех мусульман. Конечно, всех мусульман по всему миру. Наше сердце плачет вместе с Палестиной, вместе с Сирией, вместе с Мьянмой. Аллах Всевышний видит наши сердца, как мы за них переживаем, как мы любим своих братьев, как мы уважаем братьев, начиная с Дагестана, с востока, заканчивая Адыгеей на западе. Мы всех уважаем, но это не исключает того, что у нас есть какие-то внутренние знаменательные даты, есть какие-то события, которые мы помним и чтим в первую очередь. И когда нам пытаются этот национализм приписывать, бывает не совсем приятно. Национализм вообще здоровый, он в любом человеке должен быть. Если в тебе нет национализма, если ты, скажем так, не продвигаешь свою нацию в лучшем ключе, то грош тебе цена в определенной степени. Вопрос в том, когда уже начинается такая история, что ты видишь там превосходство свое над другими. Вот это уже опасная территория, там уже нужно притормозить. То есть национализм, моя нация. Я хочу, чтобы чеченцы были лучше во всем, я не отрицаю. Я хочу, чтобы у нас были лучшие спортсмены, я хочу, чтобы у нас были лучшие ученые. Но я не говорю о том, что кто-то плохой, или что мы лучше кого-то, или что мы превосходим их в чем-то. Я просто хочу, чтобы мы пытались быть лучшими. Мужчина всегда должен пытаться быть лучшим. И поэтому очень важно найти баланс. Очень важно общаться, я считаю, важно общаться, и в том числе такая цель на моем подкасте существует, чтобы пригласить дагестанцев в студию и обсудить, как его, условно говоря, с чеченцем в той схватке засудили. И у всех ломаются шаблоны, мне звонят наши, как ты мог там пригласить его и сказать, что там его засудили, как ты можешь? Я говорю, а почему нет? Ну, может, засудили, наши что ли мало засуживали? Почему? Допустим, представители его народа, машаллах, Асланбек не побоялся эту тему затронуть, понимаешь? Я думаю, да, вот так, наверное, мы и будем сближаться, если каждый будет в таком ключе действовать, по мере возможности. У меня, знаешь, вот я всегда почти говорю вообще в своих трансляциях, вообще интервью и так далее, когда мне часто писали раньше, сейчас реже начали, когда я свою позицию сказал, писали вот так, ты националист и так далее. Я говорю, ребята, вы приводите хадис, который не касается той темы, где я говорю. Я ни одном интервью, вот покажите мне один мой ролик, ребята, где я говорю, так, смотрите, я заявляю, что чеченцы это лучший народ, чем другой. Меня создал Аллах, да, и меня сделал Аллах мусульманин, альхамдулилля, и потом чеченцам. Возьмем дагестанца, ингуша, армянина. Каждый из них скажет, что мы гордимся, что я дагестанец и так далее. Каждый любит свой народ. Это правильно. Да, а почему нам нельзя любить свой народ, понимаешь? Вот у тебя вот, ты объясняешь этим людям вот так. Смотри, ты же будешь глотку рвать, если я что-то скажу про вашего имама и так далее. Будешь. А вот почему я могу говорить про шейха Мансура, любить его. Да. Понимаешь, вот эти моменты. Мы просто должны научиться, опять же, слышать и слушать друг друга. Вот просто ставить себя на место дискутирующих с той стороны и понимать, что если мы скажем плохо про одного, то примерно я сразу вспоминаю, знаешь, там, когда история с имамом Шамилем начинается, там мои братья дагестанцы, да, многие пишут, вот там, я как-то тоже пост сделал, не сдержался, вот ты так сказал. Я просто со временем понял, что нет блага в этом всего, в этих спорах, знаешь, публичных. На сегодняшний день у каждого есть свои герои, и они уважаемы там, да, они были людьми со своими плюсами, со своими минусами, но сегодня, если мы начнем на них заострять внимание, то в этом блага не будет. У каждого есть свое мнение, каждый для себя делает какие-то выводы, но как оно было на самом деле, что как было, Аллаху алям, Всевышнему Аллаху оно лучше ведомо, согласен, я считаю, да. Согласен. Тогда, Асланбек, возвращаясь к нашему герою, шейху Мансуру, вот, знаешь, что было очень для меня приятно, я был удивлен, когда я написал Лоли Станкова или Станкова, извиняюсь, если я неправильно фамилию, ударение сделал. Она продюсер из одной из российских художественных документальных фильмов, и там они показали, как выводят шейха Мансура без сознания.
Понял, вот этот момент. А тебе же говорят, мол, короче, да там он сам вышел и так далее, и так далее. То есть, эта сторона, да, показывает, что они его так выводят. Я говорю: Лола, здравствуйте, я такой-то, такой-то занимаюсь вот таким-то проектом, могу ли я использовать ваши материалы для своего проекта? И она, знаешь, так добро отнеслась ко мне и говорит: конечно, Ахмед, пожалуйста, пусть, тем более про шейха Мансура, про вашего героя, мало чего снято. Понимаешь, вот такая теплая реакция. Вот это Юлия Дьякова, я к этой хочу перейти к женщине. Я очень ей благодарен. Женщина, которая 20 лет работает в Шлиссельбургской крепости, 20 лет стажа у нее. И я был очень приятно, опять же, удивлен, когда увидел, заходишь вот, да, и видишь на первом месте цесаревич там, да, внизу там бывшая жена императора Петра I, то внизу, а по фотографии на главном месте узник, да, Мушурма шейх Мансур. Ну вот, у меня тоже оттуда есть фотография. Вот, да. Я хочу вот этой теме перейти как раз. Асламбек, когда ты решил, вообще, как ты решил поехать вот эту Шлиссельбургскую крепость? Почему я спрашиваю? Многие чеченцы, я думаю, только после того, как муфти туда поехал, да, вот этот момент, это бум был. То есть, многие даже не знали, где находится эта крепость. Юсуф говорит: знаешь, когда я услышал впервые слово Шлиссельбург, я подумал, это где-то в Германии находится, что мне придется лететь в Германию. Вот как ты к этому пришел вообще? Я помню, что впервые меня 2 человека там были. Конкретно, кого я знаю, это наш муфтий Салах и мой двоюродный брат Расул. Я впервые увидел Салаха, и там был такой ролик, я помню его, смотрел долго и очень эмоционально проникся тем состоянием, которое было. И очень красиво снято было тоже там, и как бы влог сняли они, очень качественная работа. Меня это очень сильно тронуло. И я тоже начал искать Шлиссельбург, думаю, где он, ничего себе, Ленинградская область. Потом мой брат туда поехал. Он тоже поехал, пофоткался, я у него тоже спрашивал, что, к чему, как и так далее. Но там он тоже довольно поверхностно поехал, отметился и уехал. А для меня это более глубинная история была. У меня есть старший товарищ Байрам в Санкт-Петербурге, мой наставник, можно сказать, который очень мотивирует меня во многом, и помогает и советом, и делом. И я у него спросил, говорю, я очень хотел бы поехать туда. Он говорит: я организую. Он все посмотрел, когда сезон, когда закрывается, когда открывается. И мы первый раз поехали в холостую. Мы поехали, тогда в интернете было одно написано, но мы впритык поехали, и сезон был закрыт. Паром уже не ходил. То есть первая моя поездка была именно такой. Мы поехали, постояли издалека, посмотрели, но не смогли проплыть к острову Орешек. После октября, по-моему, они закрывают сезон уже. Да? Вот, по-моему, это как раз было на стыке. Я вот сейчас пытаюсь понять. Первый раз, когда я там оказался, это было в сентябре 2021 года. Но я там первый раз был в марте 2021 года. Вот, смотри, вот в марте, вот мы с ним поехали, вот сдалека я, да, вот посмотрел, вот видишь, но именно на сам остров не попал. Это было в марте 2021 года. Потом я попал туда все-таки в том же году в сентябре. Тогда открыли сезон уже, да. Да, и открыли сезон, и я сказал об этом Байраму, говорю: Байрам, для меня это очень важно, говорю, для меня это очень важно, и это не просто так, что поехал, отметился, там, закинул, да, в социальную сеть. Нет, это для меня очень важно, и он это тоже сразу понял. И мы с ним уже были готовы, он почитал уже о шейхе Мансуре много всего, он сам историк по образованию, я тоже какие-то факты почитал. И мы туда поехали, я клянусь Всевышним, у меня просто мурашки по коже. Я когда просто был, да, я когда туда зашел, у меня сразу в голове начали эти картины возникать, как что было, я начал представлять. И первый раз я в саму камеру не зашел, вот Юлия, она очень против была этого, она говорит: там стена может обвалиться, там стена может упасть. Туда нельзя, она ни в коем случае нас не пустила туда. Мы приобрели у нее книгу, поговорили, пообщались. Она обещала при нашем финансировании уже отдельную брошюрку сделать про шейха Мансура, именно включая туда все свои знания о нем. И мы уехали. И потом у меня бывает такое, я в таком состоянии находился, в эйфории находился, я не осознавал, что я делал, там, отснял и так далее. А потом вернулся домой, несколько дней прошло, думаю, я же вовнутрь не зашел. Вот, и у меня вот, я начал себя терзать. Я начал себя терзать. Потом, после меня, Юсуф поехал туда, буквально в тот период. Я смотрю, он вовнутрь зашел, как полагается, все сделал. Думаю, ничего себе, большой молодец. И потом, третья моя поездка туда, 24 сентября 2022, то есть ровно через год и 3 дня,
я на следующий год туда еду и уже внутри оказываюсь. Да, оказываюсь внутри, полностью в этой камере. Но опять же, предположительно, она говорит, он был в такой-то камере. Камера-то была. Да, но какие эмоции у тебя были? Вот, что ты я вот туда зашел, честно скажу тебе, хоть у нас и не принято, да, какими-то эмоциональными быть мужчинам, у меня как будто земля из-под ног уходила. Вот такое состояние было, я туда зашел, вот все кругом пошло, я начал представлять, я начал понимать всю жестокость этой ситуации, я начал понимать все тяготы его нахождения там. Мы же понимаем, как к нему относились. Мы же понимаем, он был военным преступником, который, в их понимании, который пошел против царской власти. В нашем понимании он был героем, который отстаивал, да, правое дело. И я тот день, на следующий день у меня вообще не было настроения. Я как будто, знаешь, вот думаю, что же случилось, вроде все нормально, почему так без настроения. И вот очень сильно это повлияло. Я такой человек, который пропускает все через себя, допустим. Недавно у меня был на подкасте Бибер Туменов, и ярчайший ударник, наш брат из Кабардино-Балкарии. И когда он рассказал о потере отца и расчувствовался, вот этот момент тоже меня очень сильно меня тронул, засел внутри. И вот я очень это воспринял глубоко к сердцу. Я просто, знаешь, через 3 года возвращаюсь назад и смотрю на текст, который я написал. Всегда интересно, как ты это воспринимал тогда. И я вот начинаю с таких слов. Одному Всевышнему ведомо, что чувствовал Ушур шейх Мансур, рахимахуллах, во время заточения в этих застенках. От родного дома его отделяли 2500 километров, он был обвинен в борьбе против царской империи и обречен на верную погибель. Мы понимали, да, что его ждет, и он понимал. Мы сейчас понимаем, он тогда. Все вокруг говорило о безысходности его положения. Ты видел остров Орешек, да? Просто. Тяжелые оковы, многочисленная стража и нескончаемая водная гладь вокруг острова. Но вера в Аллаха и его предопределение позволили первому имаму Кавказа достойно принять свой конец. На остров Орешек, Шлюссельбургскую крепость, ссылали категорически ненавистных царской системе заключенных. И когда сегодня экскурсовод, то есть Юлия, сказала: а вот здесь содержались особо опасные преступники, для меня это прозвучало как комплимент. Я именно вот таким образом это все, да, расписал. На самом деле очень эмоциональный момент был, знаешь. Я как бы, для меня это не пустой звук, и я думаю, то, что ты меня сюда пригласил, это тоже не просто так, потому что это наша история, это наши герои, и мне много всего в личку писали неприятного после этого. Да, многие, да, там, надо отдать должное, многие с большим уважением отнеслись, и люди, от которых я не ожидал. Но некоторые люди там писали мне в личку такие неприятные вещи, противопоставляя меня шейху Мансуру. То есть я к чему это говорил даже в начале у тебя, типа вот кто ты такой, туда-сюда, вот да ты сам, то все, понимаешь, вот эти моменты. И я опять же говорю, есть разное время, есть разные герои, есть разная система. Поэтому мы должны понимать, что на тот момент то, что делал шейх Мансур, алхамдулилlah, это было оправдано для нашего народа. Дай Аллах, чтобы все мы вместе встретились в раю. Пусть Всевышний Аллах простит нам наши грехи. Люди очень слабые существа, но будем равняться на таких сильных людей, иншаллах. Иншаллах. Аллах, Расул Асламбек, очень трогательно. На самом деле, ты правильно говоришь, я тоже всегда стараюсь свои эмоции при себе держать. Но честно скажу, если ты даже посмотришь момент, когда я туда зашел, у меня глаза уже, меня порвало, короче, все. Я не мог удержаться, я сделал дуа там за него, зашел в этот момент. И я Юсуфа спросил, вот как тебя спросил Юсуфа, скажи, что ты почувствовал, когда зашел. Он говорит, знаешь, я не эмоциональный человек, как ты вам ответил, не эмоциональный человек, но, знаешь, вот там действительно вот эта аура, вот, да, и когда ты пароход, да, отделяется вот этот, ты видишь, субханаллах, человек вообще нет шанса просто, да, на побег. Полностью. Один конец, да. Билет в один конец. Билет в один конец. И другого варианта там нету даже. И ты смотришь, вот сырая комната, тем более, как ты сказал, да, ему даже не первый этаж дали, ему подвал дали, понимаешь, из сырости. 3 года он очень сильным человеком был. И на самом деле 1784 год, 24 лет шейху Мансуру, понимаешь? 24 года, на 1785 он объявляет газават, 25 ему исполняется. И что, знаешь, знаменательно, когда Храповицкий, это секретарь Екатерины II, я был там, где его возле колоннады возили, Екатеринского дворца, я там специально снимал и показываю, там, вот здесь его водили. Он знает, что пишет? В дневнике записано вот так. 6 июля к Екатерине II, к императрице матушке нашей и так далее, привезли особо опасного преступника, там, шейха Мансура, и он говорит, лет 18.
Понимаешь, он по виду, с виду, он говорит, лет 18. Моложе выглядит, Да, да. он очень молодой. И когда его спрашивали, умах у этих людей не складывалось, как такой молодой человек 30-тысячную армию царской империи вообще из не мог. Ну вот эти, знаешь, строки, которые о нем пишут многие, да, все-таки для меня такие самые близкие 4 строки, это вот то, что Тимур про него написал, потому что вот как-то с детства у меня вот ассоциация идет с Шейх Мансуром, где он говорит, в борьбу за веру он не ведал страха, и грозный ворог трепетал пред ним. А он был просто кроткий раб Аллаха, покорный воле Господа Муслим. Вот именно вот эти 4 строки для меня такие самые близкие, когда речь заходит о Шейхе Мансуре. Ну и знаешь, что знаменательно, также и великие писатели России, тот же Толстой писал, да, Хаджи Мураты. Когда был жив шейх Мансур, все время было другое, он там пишет. Люди целовали полу-черкесик, да, для нас, конечно, не так, он-то образно так выражает, чеченцы так не делали. Говорит, типа, такое уважение было, что люди оставляли табак, вино, там, не пили, и краденое, да, вот так вешали и так далее. Но, конечно, шейх Мансур для нас это особенная личность, мировая личность, и особенно для нашего народа он занимает великое место, и, конечно, он оправдал свое имя. Асламбек, я думаю, для тебя будет приятно, завершая разговор про шейха Мансура, я хочу тебе подарить это письмо шейха Мансура. Вот здесь написано, имам Мансур, это воззвание народу. Вот, смотри, этот, и вот я пишу, уважаемый Асламбек Бадаев, вы стали обладателем письма шейха Мансура, призыв к народу. Я желаю вам милости Всевышнему, чтобы он возвысил вас в исламе, надарует нам Аллах возможность встретиться в раю с уважением Ахмад Аюбов. Спасибо большое, Ахмад. Дал щедро. На самом деле, знаешь, я скажу так, мне очень много подарков дарили, но вот поистине этот подарок будет особое место в моем сердце занимать. И я его, конечно же, выставлю в своей студии. И пусть у меня тематика, да простит нас Всевышний Аллах, немного другая, да, у каждого у нас есть свои слабости, но я считаю, что когда речь заходит про шейха Мансура, это вне каких-либо форматов, это для нас самое важное, это база для нас, поэтому спасибо большое, очень-очень приятно, и это очень ценный для меня подарок, и он будет свое достойное место занимать, иншаллах. Это воззвание к народу, он там обращается к народу, призыв, говорит, оставьте табак, курение, вино, судите по законам Аллаха, и он призывает людей. И когда я своему одному шейху подарил это, он сказал, Ахмад, ты что, это вообще, короче, это особенно для меня это очень ценный на самом деле подарок, и я очень сильно тронут. Вот то, что это какой период у нас получается? Это у нас 1785 год, это, смотри, 25 лет ему, это его первое воззвание к народу. То есть он призывает людей оставить вот эту вражду, кровопролитие, прощать друг друга, и этот момент. И по-арабски, да, обращался он к народу? Он, смотри, да, в то время, смотри, у него же были рядом Ишшали Умар, самые близкие, которые переводы делал, писал, да, он говорил, и он записывал это все. И вот это листки, да, они разошлись. И когда его взяли в плен, вот прямо вот этот, пишут там в докладе, когда Екатерина II делали, они пишут, нашли 4 бумаги. Это молитвы, которые читаются в намазе, фатиха, и при себе имеет только это. Я очень тронут на самом деле. Асламбек, с тобой, конечно, можно часами говорить, но еще несколько вопросов, и коротко мы завершаем, иншаллах. Про культ силы ты говорил в одном, ну, про фильм, который про тебя сняли, да. Меня это честно тронуло. Я был очень солидарен с тобой именно в этот момент. Я говорил, машаллах, как парень хорошо, да, мыслит. То есть, Хабиб, вы знаете. А вот скажите, Усман ибн Аффан. Все, основное молчание. 3-й праведный халиф. И я говорю, ребят, смотрите, вот эти моменты, если на первом твоем месте не будет религии, то ты проиграешь. Сколько бы ты ни старался делать людей довольными, у тебя не получится. Понимаешь? Всегда найдется тот, кто будет тобой недоволен. И, соответственно, я им говорю, сперва изучайте свою религию. Смотри, когда ты говорил про культ силы, что говорил, ну, знаете, в религии нас призывают получать знания. И вот я хочу вот привести слова Абузара Айдамирова. Я не знаю, читал ты или нет, я молчал, книги. Да, я так полностью не читал, но мельком где-то начинал читать. Да. Ехать Сюрия на Шаре. Да. Вот смотри, у него есть книга «Уэйн А. молчал». Очень советую, она короткая книга, очень советую, но сейчас я перейду на чеченский язык.
Цу висят дина, цу элла, шечо дихет, цаца книга, гайском моя хороша. То есть, цун уэлят, этого писатель, цун уэла хэчин сободат еще. Цу губа хаям. Нохчишна, мучо стагуха, мучо летха. ملتحون ألشا نوحشي أو لخل باعتو أو سمو أو خزق يتقبع نوحشي شن سامسواوين دو بيردخ يحقها أسحقونه هو إردو بريزنات يرون الله نوحشي بيردخ يحقربا محيقل دوش واش نوحشي شو تامشي تبابا تحت سوолт нохчи бахту محيقل دوش кан тукая шхидне вот этот посыл, который ты сказал, да, именно вот культ силы. Как ты думаешь, вот что ты посоветуешь вообще подрастающему поколению, да, которые в основном, да, они стремятся в спорт, там, это известность, медийность, вот, и насчет изучения знания, насколько это важно? Ну, скажу так, просто, чтобы меня правильно понимали, опять же, многие воспринимают по-своему. То, что я сегодня нахожусь в ММА, то, что я продвигаю этот спорт, то, что я продвигаю бойцов и продвигаю поединки, это не определяет меня как человека. Это не определяет мое мировоззрение, это не определяет те ценности, которые я несу. В свое время этот спорт мне понравился, я где-то выступил, у меня неплохо получается организовывать. Это, скажем так, моя история. Но на сегодняшний день, если вы меня спросите, что бы ты хотел сказать молодым, я вам скажу, ребята, не стремитесь любым способом идти в этот спорт, не стремитесь любым способом становиться известными, делать себе карьеру. Ваша первая задача – это изучение религии и получение знаний. Изучайте религию, получайте знания. Это наша база, которая должна быть. Если вы завтра увлечетесь каким-нибудь видом спорта, если у вас будет неплохо получаться, ну, значит, так тому и быть. У каждого из нас есть свои слабости, у каждого из нас есть свой грех. Мы не идеальны на сегодняшний день, никто не идеален, поэтому каждый ответит за все сам. Но мы должны ориентироваться на лучшее, в любом случае, как бы то ни было. Изучайте религию и получайте знания, это я могу сказать. И если при этом вы будете сильными, это хорошо. Если вы эту силу будете использовать в правильном направлении, если вы будете благородными, если вы будете уважать слабых, не за то, что они там не могут там биться или что-то, а за то, что они могут где-то помочь, могут быть отзывчивыми, могут быть надежными. Не всем дано драться, не всем дано быть сильными, не все являются смелыми. Всевышний Аллах по-разному нас создал, но есть люди, которые слабы физически, но при этом достойны, у них есть внутри такой, да, у которых внутри есть стержень, да, которых не сломить никак, которые помогут тебе в тяжелой ситуации, и там сила мышц не будет иметь никакого значения. Отличайте одно от другого. И сегодня, когда там говорят в ООНах, там, за то, что ты хорошо дерешься, посоветую не разбрасываться этими словами. И по отношению к себе я несколько раз слышал, я делал замечания, говорю, не называть то, что я делаю, это не является онголом, и это не те ценности, которые сегодня можно ставить в пример. Это моя слабость, опять же. Я не отрицаю, что мы не идеальны, но не нужно путать то, что мы, скажем, то, чем мы занимаемся, с тем, что мы, скажем так, пропагандируем. Это немного разные вещи. Поэтому на сегодняшний день, я думаю, наверное, лучший ответ на твой вопрос этот. По поводу знаний, я просто хочу, чтобы наша молодежь была умной. Когда есть знания, сила тоже будет, если нужно будет. И просто мы уже, мне кажется, давно доказали, что мы смелые, что мы сильные, что мы можем воевать. Есть подвиги, которым я лично аналогов не вижу нигде. Есть подвиги, которые наши ребята совершали. Есть смелость безграничная, которую мы показывали. Вот. А теперь давайте постараемся жить, созидать, учиться, делать красиво, уметь сосуществовать вместе, жить в одной стране, призывать к добру, призывать к единению. Я думаю, сейчас такое время, когда всем людям в нашей стране в первую очередь нужно объединиться, принять друг друга. Где-то мы разные, где-то мы по-разному смотрим на этот мир, но мы можем сосуществовать, мы можем жить в одном обществе, мы можем созидать. У нас есть свои сильные стороны, у других народов есть свои сильные стороны. Объединив их, мы можем и нашу республику, и нашу страну в целом, да, и в частности республику вывести на новый уровень. Я считаю, нам нужно быть прогрессивными. Но религия – это наше основание. С нами Аллах, Расул, да воздаст Аллах благом. Я вообще приглашаю таких людей, как вас, Юсуфа, тебя, чтобы именно, я знаю, что вы медийные, и поэтому использую, так сказать, в хорошем смысле этого слова, вашу медийность, чтобы побольше людей посмотрело, да, и узнал вот позицию вашу, что, ребята, да, мы тоже с народом, мы тоже любим своих героев, мы тоже про это рассказываем, и мы любим свою религию. И как Юсуф сказал, когда я задал ему такой вопрос, он наставление сделал, когда сказал, он говорит, знаешь, Ахмад,
Для меня онгола, победа и поражение, если брать. Поражение для меня, если я не смог встать на утренний намаз. Вот это для меня поражение, он говорит. Он мне тоже говорил об этом. Да, вот этот момент. Асламбек, блиц-опрос, все. Да, и еще одну вещь перед Блицем скажу. Сегодня, когда по улицам Грозного мы идем, молодежь подходит к нам и хочет сфотографироваться. Ребята, еще один совет. Хотите, слушайте, хотите, нет. Не создавайте себе ложных кумиров, вообще кумиров не создавайте, но не создавайте ложных героев для себя, потому что вот эта мимолетная слава, которая сегодня приходит, от того, что вы где-то засветились, от того, что там больше подписчиков, больше просмотров, поверьте мне, это пустое. Вот такие люди, как Ахмад в том числе, которые для нашего народа во много раз больше делают, учитывая то, чем ты занимаешься, это очень благородное дело со всех точек зрения. Вот они наши герои сегодня, иншаллах. Поэтому правильно расставляйте приоритеты и просто правильно воспринимайте эту жизнь. Да, у нас есть страсть к боям, мы любим бои, мы любим спорт, мы любим силу, не без этого, но нужно уметь одно от другого отделять и просто расставлять приоритеты. Мне, конечно, стыд, Асламбек, я абсолютно далек от идеала. Много есть людей, которые мне еще надо расти и расти. Но я говорил, это твое воспитание, да воздаст Аллах благом. И блиц-опрос, короткий вопрос, короткий ответ. Назови, пожалуйста, несколько героев твоих любимых, имеется в виду тех веков, там, 18-19 век. Шейх Мансур, Байсангур. Наверное, из других народов тоже нужно назвать. Халид ибн Абу Валид, Хампаша Нурадилов, из последних лет Ахмад Хаджи Кадыров, иншаллах. И сегодня, давайте возьмем, наверное, людей не из спорта, которые сегодня привлекут внимание. Юсуп Тимирханов, безусловно. Да, Юсуп Тимирханов. Вот назови, можешь одно место, два места в республике, которое ты посоветовал бы приезжим туристам там посетить. Я в последнее время часто наталкиваюсь, вот как раз селение Листанджи, вот этот водопад, вот этот узкий проем, где люди идут. Просто советовать не буду, потому что там, говорят, опасно. Но хотя бы подъехать, сфотографироваться. Я сам пока не решился даже туда попасть. Туда можно, Казино Ам можно, Нихолоевские водопады. Ведучи, я думаю, Галанчевский район, очень красивые места. Я думаю, в принципе, ни для кого-то не секрет. И в Грозном есть на что посмотреть. И английский замок, и лестница в небеса, и высотки наши. Так что мы очень гостеприимный народ. Приезжайте, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы гостя. И последний вопрос. Один из самых, так сказать, любимых твоих писателей, смотри, из чеченцев, и который повлиял на тебя. Не просто ты прочитал, нормальная книга там, да. И один из самых твоих любимых писателей русских, и один из самых твоих любимых писателей зарубежных. Так, сейчас вы меня выведете на чистую воду, да? Из русских это Иван Тургенев, безусловно, «Отцы и дети» это для меня особое место занимающее произведение искусства, я так скажу. Ты часто его перечитываешь? Раз 10 читал уже, и каждый раз я нахожу что-то новое, и каждый раз я очень... Там мысль оставил огромный сильный. Это что-то нереальное. Лев Николаевич Толстой, я думаю, нам есть за что его уважать, это достойный человек был, достойный человек, его произведение «Война и мир» одно чего стоит. Джек Лондон, Мартин Иден тоже хорошее произведение. Марк Твен, очень много тоже достойно. Антон Павлович Чехов, я думаю, достойный. Из чеченских я до конца не почитал ни разу, где-то начинал читать, где-то останавливался. Абузар Айдамиров, потому что я думаю, для нас он... Это один из самых значимых писателей. Да. Абдурахман Турханов. Клянусь Всевышнему, ты сейчас меня опередил. Когда я был студентом, видит Аллах, когда я был студентом, наш декан посоветовал мне и моему старшему товарищу Тимуру, мы на одном факультете учились, сейчас декана Владимира Владимировича Рунова уже нет, мои соболезнования его семье, очень такой светлый, мужчина был. И он нам говорит, почитайте Абдурахмана Тарханова. И он нам, помню, дал тоже какое-то произведение там его. Я его прочитал, я его практически забыл, я даже не помню тему, о чем. Это было больше 10 лет назад точно, лет 12-13 назад. Даже больше, потому что я еще студентом был и не на последнем курсе. Где-то 2009 год где-то. Я прочитал,
И буквально в эти дни пошел на зачет история Кубани. И мне там армянин преподаватель, Карен Минасович его звали, как сейчас помню, он говорит: Асланбек, говорит, чем мы сейчас с тобой сидим, история Кубани, ты чеченец, где Чечня, где Кубань, давай так, назови, говорит, одного, говорит, чеченского просветителя, писателя, я не знаю, говорит, назовешь, говорит, ну там, в общем, что, как, что написал, и разойдемся с тобой. Я такой уверенно: Абдурахман Авторханов, так, то-то, то-то, то-то. Руки пожали, зачет поставил и ушел я. Поэтому да, но скажу так, когда вы задаете эти вопросы, это заставляет задуматься, и ты опять же понимаешь, что мы недостаточно сегодня владеем знаниями, и, к сожалению, тяжело одновременно все хорошо изучить. Когда ты трудишься в одном направлении и углубленно вникаешь туда, то тебе тяжело несколько направлений одновременно вести. Но я думаю, я сейчас Овода читаю, Войнич, но дочитаю и займусь и нашими произведениями, я думаю, и поэма про шейха Мансура Тугузова. Тугузов, да. Да, и много всего. Который. Да, у меня есть это все в доступе, так что будем читать и развиваться. Иншаллах. Но если мы говорим про героя войны, про такую масштабную личность, это, конечно, несомненно, шейх Мансур. А если мы говорим про героев именно касательно писателя, то это масштаб мировой Абдурахман Авторханов, потому что и Рейган, президент США, цитировал его, конечно, он цитировал его слова «Империя зла» и так далее. Он в Германии сперва был, потом про него Рейган читал, он говорит, он прямо в эфире, там, в передаче говорит: вы знаете, на меня очень такое впечатление произвел один чеченский писатель Абдурахман Авторханов. И вот его слова, и он начинает там рассказывать, то есть это была мировая личность, действительно, которую знали почти все. И в основном в МГУ, да, Московский государственный университет, профессора русские, они те вообще, я думаю, без проблем вот так расскажут про этого человека. Я думаю, кстати, вот видишь, опять же, мы говорим о доблести, мы говорим о смелости, мы говорим о шейхе Мансуре, но нам нужно учитывать и другие направления. Потому что был очень образованным человеком Абдурахман Авторханов. И честно, у меня сейчас в памяти начинает потихоньку всплывать, это нам преподаватель рассказывал, у меня флешбэк такой произошел. Надо освежить память, и это очень ценно на самом деле. И сегодня, понимаешь, у нас есть, опять же, как мы говорили, мы воевали, мы себя там показали. Мы показали себя в просветительстве. Ну и да, и мы еще должны понимать, что мирную жизнь мы тоже заполучили не просто так. И многие люди этим пожертвовали собой. Я помню, я часто любил видео выставлять на 9 мая, когда мы вспоминали Ахмад Хаджи Кадырова, и на 19 августа, точнее на 23 августа, на день рождения, было видео, где на блокпосту Ахмад Хаджи подходит к этим, зачем ты остановил, говорит, зачем вы людей мучаете, зачем, говорит, вы простой народ. Я помню, было время, когда мы с большой тревогой проезжали эти блокпосты. Я думаю, ты тоже с этим сталкивался. Когда у тебя сердце начинало биться все сильнее и сильнее, когда ты подъезжал, и ты просто не понимал, что вообще на уме у этих людей, какие у них намерения, что они готовы и что они хотят сделать с тобой. Настолько наш народ стал беззащитным в один момент. Это было очень тяжелое время. И поэтому, алхамдулиллах, что у нас были, есть и будут, иншаллах, такие люди достойные, иншаллах. И я думаю, дай Аллах, чтобы у всех мусульман, чтобы люди не обиделись, ну и в частности у чеченского народа, да и у всех людей, которые живут на этом мире, в этом мире, было счастье, было здоровье, и чтобы мы прожили эту жизнь достойно. Амин, амин. Это действительно было очень тяжелое время. Альхамдулиллах, по милости Аллаха, мы выбрались из этой рутины, мы выбрались из этих проблем. И я надеюсь, иншаллах, дальше будет процветание и взаимопонимание, взаимоуважение. И вообще во всем мусульманском мире. В первую очередь я бы хотел, чтобы во всем мусульманском мире было спокойствие, понимание и не было войн. Понимаешь, вот то, что происходит в Палестине, это для нас боль, как ты выразился. Конечно, мы делаем дуа, мы понимаем и мы знаем, что палестинцы делали за нас дуа, когда у нас было тяжелое положение. Мы мусульмане, и мы должны друг друга переживать и друг друга любить ради Аллаха. Иншаллах. И я надеюсь, что все, кто смотрят, для себя вот, подчеркнут, что в первую очередь это религия, и что мы должны любить ради Аллаха, и убрать вот эти непонятки и так далее. Асланбек,
Я благодарю тебя снова. Да воздаст тебе Аллах благом. На русском мы с тобой поговорили, потому что у меня есть подписчики и не чеченцы, да, там дагестанцы, кумыки, адыги, русские пишут, бывают. Вот поэтому мы на русском освещаем. Это не означает, что мы не любим свой родной язык и так далее. Аллах Ресул, да, дикан сбекам бойл асламбяк. Спасибо, что пригласил. Мне очень приятно, брат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.